Привет, друзья! Сегодня на ремонте у нас Mercedes. Вот такой глазастик. Ну, вот такая вот штуки от соли. Сыпят. Тут он когда-то был битый. И вот это вот все поотваливалось со временем. Вот такая вот. Тут соль попадает, тут под молдинг попала. Не мыли, вот оно все пошло здесь. Здесь вот эти низа дверей. Вот. Ну как на всех машинах, короче. Надо немножко подшаманить. И вот такая вот беда тут. Он, конечно, сам что-то там подкрашивал маленько. Вот, но это не помогло, потому что надо ржавчину убирать полностью, ощущать. Вот такой вот Mercedes. Машина, конечно, старенькая. Больше 20 лет ему. Вот. V6, 2.8. Жуткий расход топлива. Не по нашим деньгам нынешним и цене бензина. Вот, ну ладно, немножко подшаманим и еще поездит. Бампер я уже делал один раз. Опять. Помимо ржавчины на внешней части, вот если будете покупать этот автомобиль такого типа Mercedes E210, E230, вот. У них проблема, соль сыпят, попадает вот под эту резинку на двери. И вот такая беда у них случается. Вот смотрите. Вот она все сюда под резинкой. И снизу идет резинка на двери. Вот это основная проблема. Под резинку попадает вода, соль, грязь. Она там сочится. Оно там мокрое остается. И вот приводит к таким последствиям. Это хорошо, что такой металл еще немцы делали в 98 году. Добротный. А так вот это вот всю ржавчину нам надо убрать с двери. И обязательно, когда будем ставить назад резинку, мы пройдемся мовилем, чтобы был слой мовиля и уже влагу не допускал к металлу. Вот. Также на задней двери. Ну, тут получше, но то же самое, в принципе. Вот оно. Где отверстие, где краски не было. Ну, металл хороший. Четко вообще. Немцы в этом плане были молодцы. Сейчас, конечно, уже не то. Но вот эти Мерседесы еще поездят. Так, ладно, начинаем. Сейчас мы снимем пластиковый порог, потому что он нам мешает, и передний бампер нам мешает. Так, друзья, сняли мы бампер, сняли мы пластиковую накладку порога. Вот, выявилась у нас вот эта ржавчина вся. Везде. Здесь. Теперь нам надо ее убрать. Вот крыло тут вот по всей кромке. Видать, ударенное было. Здесь вот спереди. Вот ржавчина. Короче. И вот низ дверей. Все, сейчас нам ничего не мешает. Теперь что? Теперь нам надо ржавчину убрать полностью. То есть, чтобы не было вообще никаких очагов. Если что-то останется, ржавчина, то она будет проявляться дальше. Нам надо ее снести. Значит, сносить мы будем, значит, используя вот такую насадку. Это пожестче, с дрелью. Болгарку. Использую вот такой диск лепестковый. Ну вот он очень хорошо тоже сносит. Ну, соответственно, куда не подлезть болгаркой, вот будем подлазить дрелью. Либо шуруповертом. Такие насадки, такая вот насадка я купил. И вот такое для труднодоступных мест, где не подлезть болгаркой и дрелью с большой насадкой. Вот. Все, начинаем работать. Просто сносим всю ржавчину с кузова. Так, хоть и работаем будем по низам, все равно немножко прикрываем стеклышки от болгарки. Все равно искры летят. Прикрываем те места, которые ремонтироваться не будут, и
стеклышки что-то. Так, где подлазим мы? Вот сюда, например, мы используем болгарочку. Она более эффективна и быстрее это все снесется, до металла обработается. Также используем для защиты рукавички. Вот, и для защиты органов дыхания используем масочку. Дальше, ребят, здесь было отверстие насквозь, заварил, обточил. Здесь тоже и лопнуто было, все заварил, обточил. Дальше у нас дверь. Дверь сгнила, поэтому сделал такую вставочку. Где было гнилое, все отрезал. Вот, сделал такую вставочку. Вот так она будет. Сейчас обточим и приварим. Вот такие дела. Вот. Ну, а дальше уже в процессе. Дальше вроде полегче. Уже таких дыр нету. Так, ребят, с сварочными работами я закончил. Вот так получился у нас дверь. Все по зазорам, все ровненько. Смотрите, все. Естественный изгиб, который был. Все подогнано. Так же, как с той стороны. Я по той стороне мерил. Ну, вот так получилось. Да, тут дальше наносится шпаклевка. Вот я максимально сделал, как было. Все равно такие вот небольшие ямки там от болгарки. Это все остается. Поэтому выравнивается все шпаклевкой. Так, друзья, продолжаем. Убрал я все, так сказать, зараженные места. Смотрите. Нанес шпаклевку. Перетер все. И задний крыло чуть-чуть. Вот. Теперь сейчас будем наносить фосфатирующий грунт. Вот такой. Он идет как подложка к основному. Наносим его. Потом ждем 15-20 минут. Вот, и наносим обычный грунт. Так, мы подготовили. Загрунтовали. Перетерли. Все. Обклеили. Все, теперь будем приступать к покраске автомобиля. Будем красить в гараже. Поэтому будет немножко пыльно, немножко грязно. Поэтому будем наносить 3-4 слоя лака, для того, чтобы пыль, которая попадется, конечно, мы зальем, все, пол зальем водой, все зальем, чтобы много не летало, чтобы пыль утонула в лаке. Самое главное в покраске — это подготовить поверхность, чтобы не было изъянов, раковин, трещин. Все мы убрали, как вы видите, все четко. Низа вообще четко, хорошо получились. Тут дверь мы варили. Все отлично получилось. Все гладенько. Все перетерли. Ну, здесь попробую пыльнуть переходом. Как получится, не знаю. Заодно проверим. Так, ребят, тут он закончили. Двери сделаны. Вот сделано. Все сейчас намазано мастикой везде. Ржавчина убрана. Вот. Сейчас буду все собирать. Там все внутри намазано. Буду все собирать и будем переходить к бамперу. Так, друзья, сторона собрана. Вот так вот получилось. В принципе, все неплохо, все красиво. Колесики одел. Вот так вот это все выглядит.
будем делать дальше. Все, ребят, всем удачи, всем здоровья, пока.